начну, наверное, с того, что у нас Виктор Николаевич Нефедов, глава Дубенского муниципального района. А, Я вам скажу, что в теме того, что сейчас происходит не только в Республике Мордовия, но и по всей России. То есть знаем, что бюджеты наших районов не настолько богаты для того, чтобы сделать все, что мы пожелаем, поэтому он активно нас привлекает, и мы привлекаем, естественно, и своих сотрудников, и особенно молодежь, для привлечения внебюджетных средств для того, чтобы реализовать многие задумки, которые действительно есть у наших ребят, молодежи, специалистов, для того, чтобы и работа казалась лучше, и что-то они привнесли такое хорошее в район. Поэтому мы в 2022 году с представителем отдела молодежи, директором Дома культуры, поехали учиться в Удмуртию буквально на неделю. А Удмуртия, мы знаем, что славится очень тем, что они активно привлекают грантовые средства для развития не только учреждений культуры, образования, но еще и сельских территорий и поселений. Поэтому, побывав в таком месте, мы ездили вместе с Ледякиным Евгением Евгеньевичем, он является у нас депутатом по нашему району по части. И вот он предложил, так как он сам реализует эти гранты, и мы знаем, что Паракино у нас рядом с нашим Дубенским районом, было очень интересно. И мы приняли его предложение и поехали. Для нас это было действительно в 2022 году, и еще это ново. Это мы ездили в июне летом. Очень большую информацию нам дали, очень интересную, потому что и жили там, и смотрели, как они реализуются, и какие были проекты, и в то же время нас учили писать эти проекты. И по итогам этого проекта у нас специалист отдела по делам, заведующий отделом по делам молодежи Татьяна Викторовна Дементьева, она создала свою небольшую команду, и первый раз в 2022 году мы выиграли первый социальный проект. Это «Спорт открывает горизонты». Это 325 тысяч. Молодой человек, Чапин Владислав, был предъявлен нам, это по конкурсу Росмолодежи, первый раз, когда прошли, мы выиграли. И вот это, наверное, нас заразило к тому, что в 2023 году, в начале года, мы создали свой проектный офис. Подтянули все учреждения образования, культуры, старшее поколение, молодежь, для того, чтобы мы узнали, что есть очень много возможностей. А самый первый грант мы выиграли в 2014 году. Это библиотека очень в Сынино выиграла у Шпанды «Легенда моего края» по фонду Тимченко. Это был самый-самый первый проект, но мы еще не понимали, что это и к чему, как. А вот сейчас, изучив все фонды, особенно после еще приезда президента Фонда культурных инициатив, он приезжал и в республику, мы принимали участие в этом, и послушав все это, создали свой офис, привлекли все учреждения, и всех заразили, наверное, этой идеей, потому что есть примеры, и есть к чему стремиться, и есть результат, который мы получаем. Что касается проекта «Модельная студия», она у нас, наверное, зарождалась, но идея шла у нас, наверное, до начала 22 года, 23-го. В чем? Это все-таки основа была, это воссоздание своего национального костюма. Район наш многонациональный, район такой очень национальный, то есть плотно проживает Мордва Эрси на территории района. Есть у нас костюм, который соответствует нашему району, но он переходный. То, что вы видите, рубаха, юбка, венок, все говорят, почему украинский венок нет, это именно переходный костюм у нашего отдельного района. А хотелось создать еще ранешний костюм. Образец его есть у нас в музее в Краеведческом. И хотелось, чтобы на сцене Республиканского дворца культуры, особенно в фестивале «Шумрат» Мордовии, который ежегодно проходит, мы наконец-то показали свой настоящий костюм. Для этого у нас эта идея «Модельная студия» и создавалась. То есть мы должны, изучив вышивку, какая была эта ковровая вышивка, именно какая вышивка, что она означает, на платье, что из себя представляет костюм, воссоздать этот костюм, а на базе его создать современный уже костюм для народного ансамбля «Муромо».
То есть цель вот у нас такая. А что получается? Ну, девочки очень стараются. Во-первых, они привлекают не только сами, а самое главное, что это не только для себя, а для молодежи, которая занимается талантливой молодежью, чтобы они знали свои корни, своих предков, и в чем они ходили, и какой он красивый. Если начнешь изучать вот это все поэтапно, и поймешь, что означает этот крестик, да, что означает эта буковка в вышивке, и какая она сложная, эта ковровая вышивка, и какой тяжелый пулай, он 5 килограмм, Дубенский район пулай. Отсюда брали у нас костюмы, забирали. И сейчас мы это все пытаемся воссоздать. Действительно. И он интересен, и для чего он нужен был, да, и как они его носили, какой смысл имеет. То есть вот цель такая интересная, чтобы молодежь не только ходила в футболках и в худи, но еще и знали свой красивый костюм, и на основе этого костюма знали и умели создавать. Вот сейчас вот концертный костюм, а дальше идея продолжать создать еще и современное для того, чтобы можно было использовать и просто ходить. Поэтому еще мы рассматриваем вариант о расширении этой студии. У нас занимается Анна Ильинична одна в швейной мастерской. Мы хотим создать рабочие места хотя бы минимум 2 человека, но которые будут заражены этой идеей и умели все это делать. Ну, есть у нас такие, надеемся, мы это вот будем реализовывать. То есть это у нас начальный этап. Мы будем дальше продолжать развивать и подавать награду на следующий, реализовав этот этап. Для этого у них есть ткацкий станок, для того, что вот эти пояса, то, что элементы, которые они плетут, сама ткацка, был закуплен этот станок. Замечательно. Золото, черноту. Каждый же цвет означал определенные. Все современные костюмы, они без вышивки, они это не тяжело. Главное, чтобы у них, главное сохранять в детях интерес, чтобы детям нравилось. Каждый раз что-нибудь новенькое. Если не заинтересуешь ребенка, никогда он не сядет, не начнет вышивать. Надо как-то, не знаю, сказочнее что ли быть. Вот надо вот что-то вот рассказывать, что-то говорить. И вот, попробуй себя везде. В основном такие дети. Есть коллектив из 4 человек, и они спели песню на мордовском языке «Кезареншкане». Их надо было выделить, что они новый коллектив, новая песня. Для них специально вот эти костюмы были сшиты. Каждый костюм был создан именно под каждого человека. Этот костюм был создан под нашу солистку Алину Бояркину. Я все учла ее фигуры, особенности, ее характер, ее внешность. И каждый костюм индивидуален именно только для этого человека.